В давние времена, когда степи были огромными и дикими, жил молодой и сильный воин по имени Тонгбилге Хакан. В свои 25 лет он уже проявлял необычайную смелость и стойкость, странствуя по Аркатезе, защищая свою землю. Соседние племена, называемые тайкашами, часто пытались похищать девушек и сеяли беспорядок, но Тонгбилге строго охранял порядок. Он постановил, что каждый, кто посягнул на чужую честь, будет наказан. В одном из конфликтов Тонгбилге сумел собрать большое войско, чтобы защитить девушек и свой народ. Противник был силен, но воин действовал не ради мести, а ради справедливости и защиты слабых. Побежденные враги признавали его мудрость и силу. С годами Тонгбилге стал уважаемым лидером, но даже сильный воин не был застрахован от бед. В возрасте 60 лет он заболел тяжкой болезнью и оказался прикован к постели. Ни одно лекарство не помогало, и казалось, что даже сам воздух степи не приносит облегчения. В этот критический момент в его орду пришла юная девушка. Она заметила страдания воина и предложила помощь. Не нарушая старинных обычаев, она ухаживала за ним, приносила настои трав, поддерживала его дух и силу. Своей заботой она вдохнула надежду в сердце Тонгбилге. Воин видел в ней не только помощь, но и символ возрождения, силу молодости и мудрости. После нескольких дней внимательного ухода Тонгбилге смог вновь подняться с постели. Девушка помогла ему восстановить силы настолько, что он снова смог принимать участие в важных делах своего народа. Он благословил ее и поручил оберегать традиции, обучать молодых всадников и передавать ценности справедливости и смелости. В этот период Тонгбилге уделял особое внимание кукпар, национальной игре казахов и киргизов. Он считал, что игра не только развлечение, но и школа мужества, ловкости и командного духа. На кукпар собирались сильнейшие всадники, проявляли силу, стратегическое мышление и уважение к сопернику. Победа доставалась не только сильнейшему телом, но и сильнейшему духом. Во время одного большого состязания Тонгбилге наблюдал, как молодые всадники проявляют смелость и мастерство. Он учил их, что истинная сила – это умение защищать слабых и уважать старших. Девушка, спасшая его от болезни, была рядом и помогала организовывать соревнования, заботилась о здоровье участников и поддерживала порядок. Со временем Тонгбилге стал символом справедливости, мужества и заботы о народе. Его народ почитал его не только за силу, но и за мудрость, умение принимать правильные решения и сохранять традиции. Кукпар превратился из простой игры в культурное наследие, объединяющее племена, укрепляющее дружбу и учившее уважению и командной работе. Эта история напоминает нам: сила и отвага должны идти вместе с мудростью и заботой о людях. Настоящий лидер защищает народ, сохраняет традиции и оставляет после себя наследие, которое живет в сердцах будущих поколений.